Здравствуйте! В эфире программа «7 дней плюс». Я ее ведущая Эльзира Юзаева. И сегодня гость нашей программы, выездной программы, кандидат искусствоведения, доцент Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени Штиглица Бахтияров Руслан Анатольевич. Руслан Анатольевич, здравствуйте, добрый день. Здравствуйте. Ну, надо сразу сказать, да, что это интервью пишется не в Казани, и даже не в районном центре, а в небольшой деревушке Тарнаяз, где находится мемориальный дом-музей имени Хайдара Сайбаталова. И я знаю, что вы уже многие годы как раз занимаетесь изучением его творчества. С чем связан вот такой интерес? Ведь вы приехали и даже из Санкт-Петербурга. Да, спасибо большое за ваш вопрос. На самом деле для меня очень важна тема, связанная с творчеством художников, ветеранов Великой Отечественной войны, поскольку это связано, с одной стороны, и с моей семейной историей. Мой дедушка Мифтях Усманович Бахтияров был шофером дороги жизни в годы Великой Отечественной войны, участником Советско-финской войны, а закончил он войну в 1945 году в Австрии, и он работал военным шофером, потом уже после демобилизации вернулся в Ленинград. Здесь у него была семья, как раз родилась моя мама здесь, в Ленинграде, и от него сохранился военный дневник, где он уже после окончания войны записал весь свой пройденный боевой путь, и, конечно, это очень сильно повлияло и на круг моих научных интересов, поскольку все было связано и с памятью о моем дедушке, да, и с памятью о тех художниках, да, которые работали в Ленинграде в дни Великой Отечественной войны, поскольку мама училась в Академии художеств у известного ленинградского портретиста Иосифа Серебряного, а он всю блокаду провел здесь, в Ленинграде, и вот все воспоминания и мамы, да, и ее знакомых художников, многие из них тоже были связаны с военной темой, и поэтому обращение к творчеству Хайдара Гузаировича во многом тоже было определено этим моим интересом, и получилось так, что как раз я познакомился с его супругой, вот Ифира Апа, да, Ифира Сайбаталова, в Царском Селе. Это был 2007 год, а мне оставался всего лишь год до защиты кандидатской диссертации. Это была тема живопись Ленинграда в период блокады, и когда я работал над этой темой, получилось так, что вот такое случайное, такое, может быть, совпадение, счастливое. Судьбоносное. Да, судьбоносное, да, что мне посчастливилось познакомиться с Хайдаром Гузаировичем. Вот, то есть вы лично были знакомы даже? Да, я приезжал в Царское Село несколько раз. Сначала мы просто беседовали, это было накануне 1 мая, даже помню вот этот день, когда мы приехали. Было очень холодно, да, но тем не менее вот это тепло встречи и гостеприимство хозяев на меня произвели огромное впечатление. И, конечно же, замечательное творчество самого Хайдара Гузаировича, его портреты, некоторые из которых я видел тогда, и потом, когда готовилась книга к 2008 году, где как раз была опубликована уже и моя статья, Хайдар Гузаирович нарисовал и мой портрет, я специально приезжал, и он создал замечательный портрет, который вошел в вот такую большую портретную галерею татар, вот, живущих в Петербурге. Там были представители самых разных профессий, разных возрастов и судеб, но вот для меня было очень важно познакомиться с таким замечательным мастером, поскольку портретное творчество было и для моей мамы основным. Она заканчивала портретную мастерскую Академии художеств, закончила обучение в 1976 году, и хотя Хайдар Гузаирович к этому времени был уже настоящим мастером, таким мэтром, да, ленинградского портрета, он работал в графическом портрете, моя мама в живописном, тем не менее меня всегда интересовал портрет, и особенно портрет, связанный с судьбами тех людей, которые жили в Ленинграде и Петербурге, которые прославили наш город. Руслан Анатольевич, скажите, пожалуйста, а вот его творчество, чем оно вот интересно, чем оно вызывает вот интерес? Да. Я для начала хотел бы сказать, что замечательное портретное дарование Хайдара Гузаировича признавали совершенно все люди, которые с ним были знакомы и которые с ним соприкасались и в силу творческих, и профессиональных каких-то обязанностей, и просто по-человечески тех, кого он запечатлел в своих портретах, еще начиная с военного времени, да, когда он был в госпитале и после тяжелейшего ранения вынужден был работать не так, как работают обычно в мирных условиях, да, а поскольку у него
почти не действовала вот, одна Рука. рука, да-да-да. Вот такие тяжелейшие условия, тем не менее, может быть, тоже позволили ему не просто определиться окончательно со своим призванием, хотя оно было уже, наверное, понятно ему и до начала войны, да, но вот тот успех, который его портреты имели среди однополчан, тех, кто находился на лечении, да, а потом уже в мирное время, когда он начал работать, сохранили свидетельства, что многие просто не верили, да, что это были рисунки самого художника еще молодого, да, а это скорее были рисунки старых мастеров или русских художников XIX века. И многие удивлялись, когда узнавали, да, что те рисунки, которые лежат буквально у него под ногами, да, это не оригиналы там мастеров классического искусства, а его собственные работы. Он, может быть, тогда не думал, что действительно ему удастся не просто стать одним из самых крупных мастеров нашего графического портрета, а действительно войти по-настоящему чуть ли не в книгу Гиннесса, да, по количеству и портрета своей замечательной супруги, и вообще вот своих работ в целом. Руслан Анатольевич, не кажется ли вам более чем странным, что мемориальный музей находится не где-то в Казани, не где-то в центре, а именно вот небольшой татарской деревне, где как раз и похоронен Хайдар Абый? Да, я думаю, что в этом, наверное, есть своя закономерность, поскольку сейчас для многих художников современных, я имею в виду не только художников Татарстана, да, но и других регионов нашей страны, очень важной является какая-то внутренняя духовная связь со своим народом, со своей историей. И вот здесь, может быть, в небольшой деревне, далекой от большого города и даже от самого Петербурга, да, может быть, есть то чувство причастности истории, судьбе своего народа, да, и своим далеким предкам, да, которое, может быть, более остро чувствуется именно здесь, в небольшом селе. Вот. И с другой стороны, есть немало примеров того, как мемориальные музеи, да, они создавались в усадьбах, родовых имениях крупных русских писателей, художников. Вот я в конце июня был под Петербургом в музее Извара, где свои детские годы провел Николай Рерих, очень наш такой один из самых крупных наших художников 20 века, который получил всемирную известность. Вот, и то, что вот его детство, детские годы, да, были связаны с этим небольшим таким вот имением далеко от Петербурга, да. Сейчас там создан мемориальный музей, и вот что-то вроде музея-квартиры, который есть в самом городе, да, но тем не менее вот именно там, в такой вот сельской среде, да, далеко от города, может быть, более как-то обостренно чувствуется связь художника не просто с родной землей, да, своим народом, а вообще в целом с тем его призванием, да, которое формировалось у него тоже в небольшом городе, да, далеко и от Петербурга, и от Казани, да, поскольку Костанай, там, да, вот это город на севере Казахстана, и вот та крестьянская среда, с которой он был связан, это все, может быть, тоже подсказало идею создания этого дома-музея именно здесь, вот в Но этом ведь месте. велика вероятность именно здесь уйти в забвение. Нет, я думаю, это наоборот позволит тем, кто интересуется его жизнью, его творчеством, да, не просто приезжать сюда, знакомиться с материалами о его творчестве, о его судьбе, да, оно позволит и само вот это место, да, вот вроде бы далекое, да, от Казани, да, сделать таким, ну, если не местом паломничества, да, то, по крайней мере, местом интереса, да, для привлечения тех, кто по-настоящему любит и ценит искусство, кто ценит память о участниках Великой Отечественной войны. И я думаю, что очень важно, что Хайдар Гузаирович и здесь вот постоянно работал, сотрудничал, да, с школой образовательной, создавал портреты детей, учителей, вот, которые здесь работали. Вот, и то, что благодаря этому есть возможность как-то более глубоко проникнуться его судьбой, его творчеством, далеко от суеты большого города, да, вот в такой спокойной атмосфере, такой патриархальной, да, обстановке. В этом тоже есть что-то очень созвучное его таланту, да, поскольку он вроде бы с одной стороны прекрасно знал и историю искусства, и прекрасно владел искусством шрифта, и преподавал его, и был очень хорошо знаком с музейными собраниями Петербурга, тогда еще Ленинграда и других городов. Он, тем не менее, всегда, наверное, ощущал потребность вот вернуться к каким-то своим истокам, да-да-да, и то, что вот его, может быть, последнее десятилетие, его творчество оказалось связано именно с этим местом, это тоже закономерно, поскольку он человек, который пытается оценить свой творческий путь, ему нужно какое-то спокойствие, умиротворение, а в большом городе, да, с его постоянными контактами, да, с какой-то, опять же, суетой, и где нету
может быть, возможности сконцентрироваться на самом главном для себя. Это может быть сделать не так просто, как здесь. Вот. И я думаю, что в этом есть тоже своя закономерность. Руслан Анатольевич, а что характерно именно его работам? Я думаю, что вот то, о чем я говорил, его глубокая связь с лучшими традициями мирового портрета, не только графического, но и То есть это классика, живописного. Да, да? да, это настоящая классика, потому что он и сам в своих воспоминаниях, в своем дневнике отмечал, что для него очень важно сохранить вот ту большую традицию реалистического портрета, которая идет еще от искусства раннего возрождения, не только итальянского, но и французского. Он очень высоко ценил французский карандашный портрет 15-16 веков. Это уже настоящая классика, да, образцы его хранятся в крупнейших музеях мира, не только в Лувре, но и в Эрмитаже, и в других музеях. И с ним сверяли свои поиски и многие мастера русского карандашного портрета, графического портрета. Репин, Валентин Серов, вот, на рубеже 19-20 веков Рубель, которые создали немало замечательных графических произведений. Мастера мира и искусства, вот Бенуа, Сомов, Лансере, Старого Лебедева, да, они тоже изучали вот эту классику искусства, Возрождения, да, или 17 века, и он очень мастерски владел всеми приемами карандашного рисунка. То есть он мог не просто определить композицию портрета, не просто постичь глубину характера своей модели, он создал тот тип классического карандашного портрета, да, который уже был, скажем так, хорошо известен в истории искусства, но в 20 веке он становится особенно актуальным, на мой взгляд, поскольку он позволяет без какой-то лишней суеты спокойно вглядеться в лицо модели, да, проникнуться ее судьбой, да, и для него очень важен был именно натурный метод работы, да, когда он мог перед началом сеанса поговорить с портретируемым, да, задать ему какие-то вопросы. Узнать Да, личность, узнать да? личность, да, его судьбу. Вот, и, конечно же, это было важным и для создания серии портретов ленинградских контрразведчиков, чекистов, да, многие из которых были ветеранами Великой Отечественной войны, ровесниками Хайдара Гузаировича. Многие были людьми уникальных судеб, они тоже получили тяжелые ранения во время войны, и то, что для них вот появление такой портретной серии, выполненной в лучших традициях карандашного портрета, сейчас это настоящая портретная галерея, или вот пинакотека даже, да, как принято говорить, да, это большая галерея портретов участников Великой Отечественной войны, и сейчас есть возможность снова увидеть лица тех, кто, к сожалению, не дожил до нашего времени, да, но тем не менее вот в этих портретах есть не просто особое мастерство, чувство композиции, умение схватить самое главное в человеке, да, но это и умение снова вернуть в 20 век и в наше уже время, да, ту традицию реалистического портрета, которая вот в сложной как бы картине 20 века, да, где было очень много направлений, течений, связанных и с модернизмом, и с авангардом, но тем не менее личность человека, она всегда была самой главной для любого художника. И говорят, это Да, вообще да, да. высший пилотаж, Да, 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 да. Да, потому портретист. что его творчество было глубоко гуманистическим по своей сути, да, потому что он доносит до нас не просто облик каждого человека, да, но и ту биографию, да, его судьбу, которая была очень часто непростой, да, там были какие-то свои потери, переживания. А сейчас так рисуют, нет? Вот вы как искусствовед. Сейчас, да, к сожалению, постепенно эти традиции утрачиваются, но вот в Ленинграде, в Петербурге теперь, да, в Академии художеств, во многом в Академии Штиглица есть педагоги, которые продолжают не просто работать в этой манере, да, они продолжают воспитывать будущих учеников, и очень часто говорят, что только у нас в России, и вот в Петербурге, и в Академии художеств, и в Академии Штиглица сохранилась методика преподавания классического школа, да, и школа, да, настоящего классического портрета, да, и рисование с натуры, и рисование человека, да, как основа мастерства любого художника, чем бы он в дальнейшем не занимался, для него вот это мастерство портрета, умение работать с линией, штрихом, да, тоном, это очень важные моменты. Ну вот смотрите, да. Ведь у нас сейчас в современном мире, у нас есть гаджеты, у нас есть телефоны, у нас есть фотоаппараты, то есть мы можем все это зафиксировать. Если раньше всего этого не было, может быть, поэтому рисовали портреты, или же все-таки вот это само искусство, оно никогда не умрет? Я думаю, да, это очень важный момент, поскольку сейчас очень много визуальной информации, много возможностей создать портрет фотографии, да, записать на видео, там, например, да, вот тот человек, он может сохраниться не только в каких-то рукотворно созданных произведениях, живописном и графическом, например, портрете, но сейчас, я думаю, от распространения таких новых технологий еще более важным становится сохранение классической
техники рисования и вообще портрета в целом, поскольку она позволяет сохранить вот этот непосредственный контакт между творцом, да, художником, графиком, скульптором и другим человеком, поскольку в фотопортрете или, допустим, в той же видеосъемке есть очень много случайного, то, что очень трудно уловить в человеке и выявить как его какую-то корневую черту, какую-то определяющую, может быть, в его личности. То есть да, техника в его не даст судьбе. возможность, Да, да? тут нужно очень глубокое проникновение, очень хорошее знание человека. И очень часто во фотографии есть что-то случайное, да, то, что для человека, для самого Не не характерно. является характерным. Да, художник, он умеет благодаря своему таланту, своему опыту выявить какую-то самую главную черту и сделать ее в портрете основной, да. И благодаря этому только портрет, только мастерство художника и его умение видеть человека, оно и позволяет постичь не только в самом человеке, да, но и в той эпохе, которую он представляет, что-то самое главное. А Хайдар Гузаирович как раз владел вот этим даром, очень важным для любого портретиста, то есть он умел видеть человека в координатах эпохи, да, и выделять в нем не только личное, но и то, что может быть характерно для всего его поколения. Руслан Анатольевич, ну вы ведь и сами из творческой семьи. Да-да-да, все правильно. У вас мама тоже была художницей? Да, она художник-живописец, а отец скульптор, то есть у меня была такая по-настоящему творческая семья. И во многом это позволило мне и самому впоследствии как-то, может быть, более глубоко понимать искусство с точки зрения того, как художник подходит к созданию своего произведения, потому что я видел, как, например, работает мама над портретами и живописными, и графическими. Я сам учился в художественной школе, и поэтому знаю вот этот процесс исполнения произведения изнутри, да, поскольку есть искусствоведы, которым, может быть, сложнее подойти к этому, поскольку они сами не получили художественное образование, но поскольку я постоянно контактировал с творческой в атмосфере средой, жили, значит. да, эта атмосфера, да, она мне позволила, может быть, как-то глубже понять суть вот этого любого вида искусства, да, потому что тут и все, и живопись, и графика, и скульптура. Я постоянно общался, еще даже будучи там ребенком, подростком, да, с этими людьми, с художниками, и поэтому Скажите, это было для меня очень важно. Какую роль сыграли татары в написании истории Ленинграда и блокады? На самом деле, да. Вот вышла книга Рахима Хлюловича Телешева «Татары в годы Великой Отечественной войны», «Татары в истории Ленинграда и Петербурга». У него было две книги, они вышли еще в начале 2000-х годов и дополнялись потом новыми исследованиями. Там на самом деле было много художников-фронтовиков, которые защищали Ленинград с оружием в руках во время блокады, но они, как настоящие художники, стали известны уже позднее, это 50-е, 60-е годы, и они потом работали не только в самом Ленинграде, да, но и в других городах России, но тем не менее я и сам участвовал в мероприятиях Музея обороны и блокады Ленинграда. Он находится, кстати, рядом, буквально в 2 шагах от Академии Штиглица, в Соляном переулке. Вот, и там как раз были собраны очень многие художественные произведения, связанные с блокадой Ленинграда, с его обороной. И мне приходилось участвовать в этих конференциях и выступать с докладами о художниках, ветеранах войны и татарах-художниках, которые посвятили свое творчество этому этапу в истории нашего города. То есть здесь на самом деле я писал тоже статьи о художниках, которые были так или иначе связаны с блокадой, о тех, кто запечатлел ее события в своем искусстве. Например, Ахнав Дикаев был скульптор, который постоянно обращался к теме блокады и тоже создал ряд очень интересных произведений на эту тему. И моя мама постоянно обращалась к военной теме. У нее есть прекрасный портрет моего дедушки, ее отца, шофера дороги жизни. Вот, то есть я в свое время публиковал статьи в газете «Нурцвет», это петербургская газета национальной культурной автономии татар. Вот сейчас, к сожалению, этой газеты уже нет, но тем не менее есть возможность публиковать и в интернете, да, или просто как отдельные такие вот публикации, статьи о татарах, участниках войны или о тех, кто обращается к военной теме. Ну, вы же и книгу написали об этом. Да, вот я хотел как раз сказать несколько слов о своей книге. Эта книга «Живопись Ленинграда в период блокады», она написана по
материалом моей кандидатской диссертации. Я защитил ее как раз в 2008 году. Это было почти сразу после того, как я познакомился с Хайдаром Гузаировичем и его замечательной супругой. Вот. И получилось так, что и мой портрет он нарисовал почти за год, да, до того, как я защитил диссертацию, а потом уже спустя, по-моему, 7 лет после окончания работы на диссертации, это был год юбилея Победы, вот как раз хотел вам подарить эту книгу. Эта книга написана по материалам диссертации, дополнена и новыми материалами. В целом получилось эту книгу издать, и в этом году я переиздал ее, поскольку тот тираж, который у меня был, да, он практически закончился, осталась всего лишь одна книга. А сейчас, поскольку я выступал в серии лекций в Петербурге и в выставочном зале «Манеж», центральном выставочном зале, где проходила выставка, посвященная блокаде, и в общеобразовательных там учреждениях, в том числе и в ВУЗе, где учатся будущие архитекторы, да, я вот тоже с этой лекцией выступал. Совсем недавно, в начале июля этого года, вот у меня было выступление на выставке в Нижнем Новгороде, она называлась «Я говорю с тобой из Ленинграда», и там как раз были представлены живописные графические работы и собрания Русского музея и других музеев Петербурга. Она посвящена 80-летию полного снятия блокады. Да, Руслан Анатольевич, и вот то, что вы приехали сюда, здесь собрали материал, где мы сможем увидеть все это? Я сейчас буду работать над книгой, посвященной творчеству Хайдара Гузаировича. Я очень надеюсь, что в течение ближайшего года удастся завершить работу над книгой. Вот, и мы, я думаю, к маю следующего года, к юбилею Победы, получится собрать, может быть, даже издать вот эту книгу, поскольку работа с этим материалом для меня очень важна. У меня были уже монографии, посвященные творчеству ленинградских, петербургских художников, но вот творчество Хайдара Гузаировича очень важно представить именно как часть такого большого наследия художественного не только нашей страны, да, но и всего мира, поскольку сейчас значимость самой военной темы Великой Отечественной войны и блокады, да, она с каждым годом только увеличивается, да, поскольку нужно обращаться и к молодому поколению, да, к тем, кто сейчас, в том числе тоже, я имею в виду и школьников, студентов, да, и тех, кто, может быть, будет обращаться к этой теме в силу своей профессиональной деятельности. Я думаю, что вот все материалы, которые мне удалось собрать вот за эти 2 недели вот работы с ФРАПа, да, вот для меня это очень важно, поскольку книга, думаю, будет очень важна для подрастающего поколения в первую очередь, да, для тех, кто будет знакомиться с творчеством Хайдара Гузаировича не только в плане интереса к нему как к художнику, ветерану Великой Отечественной войны, но как человеку, который действительно смог вознести вот этот жанр графического портрета натурного, да, на такую высоту, которую признавали все его современники. Мне очень важно показать, что это было не случайным, поскольку тогда вот интерес к современнику, да, к его образу, к тому, чтобы запечатлеть и историю, и современность в графическом портрете, был очень большим, и Хайдар Гузаирович действительно, как большой мастер графического портрета, смог на протяжении всего творческого пути сохранить вот этот очень высокий уровень мастерства, и до последних дней, вот работая над графическими портретами, он действительно не покидал вот этот свой пост, да, и показывал, что верность миссии художника, да, верность своему профессиональному, творческому долгу, да, она действительно очень важна и может служить примером для человека любой специальности, да, не обязательно творческой, потому что вот это удивительное долголетие и жизненное, и творческое, это, на мой взгляд, как раз и было рождено его такой глубокой верой, да, вот в это высокое предназначение искусства, да, поскольку оно служит не только самому художнику, но и всем людям, которые его окружают, да, поскольку вот образ человека, запечатленный в портрете, да, он всегда сохраняет для нас вот то представление о значимости каждого отдельного человека, да, какую бы род деятельности он для себя не избрал, да, какой бы ни была его судьба, но тем не менее любой человек, и взрослый, даже совсем маленький, да, поскольку вот он рисовал и школьников, подростков, которые вот были на занятиях вот в этой школе, да, вот он показывал своим трудом, что действительно каждый человек — это целый мир, целая вселенная, да, и даже совсем еще маленький ребенок, он, может быть, в будущем тоже станет знаменитым человеком, мы будем потом гордиться, да, тем, что первый его портрет настоящий был создан таким замечательным мастером, и
его, может быть, даже неосознанно, да, передал вот своим юным моделям, вот то веру, да, в значимость своего труда, своей будущей профессии, да, которую он постоянно сохранял и в своей жизни, да, в своей профессиональной творческой судьбе. Я думаю, что для него, для нас, да, его судьба, его жизнь, его творчество могут служить настоящим примером. Да, и может быть, вот эта книга, она и проложит путь сюда, Да, в небольшую деревню. Думаю, да, думаю, это самая главная, да, миссия вот этой книги, если она действительно позволит заинтересоваться его творчеством тем, кто живет в разных городах, может быть, в разных странах, приехать в Казань, посетить вот этот дом-музей. И сейчас, я думаю, вот наличие такого места, такого дома-музея, даже далеко от Казани, да, оно позволит как-то связать снова вот то утраченное чувство связи с нашими корнями, потому что многие из наших родителей, там, дедушек, бабушек, да, и их родителей, да, они тоже были связаны когда-то с вот этой крестьянской средой, да, вот с этими красивыми местами, да, особенно вот здесь, под Казанью, да, где такая красивая природа. И вот я думаю, что те, кто приедут сюда, они действительно, по-моему, смогут проникнуться не только личностью самого мастера, да, его, познакомиться с его творчеством, да, они смогут восстановить ту, может быть, утраченную в современном таком глобальном мире связь с своими традициями, с корнями, а здесь вот эта связь тоже чувствуется. Я, приехав сюда, смог это по-настоящему ощутить, поскольку в городе очень часто трудно бывает ощутить вот эту связь, да, с своими предками, своим языком, да, своими корнями, а здесь я только по-настоящему это и почувствовал. Поэтому для меня вот появление такой книги будет тоже очень важным. Бигзур Ахмед Сизге, спасибо вам большое, Руслан Анатольевич. Я вам желаю творческих успехов, и мы ждем выхода вот этого большого вашего вот научного спасибо труда. большое. Я надеюсь, что удастся такую важную задачу выполнить, да, и в следующем году, или, может быть, как будет складываться, да, обязательно эта книга свет увидит. Спасибо вам большое. Алла Берса, говорят тогда. Да, Алла Берса, да. Спасибо.